Сколько должен спать человек? На этот важный вопрос попытались ответить финские ученые, установившие оптимальную продолжительность сна. Масштабное исследование, проведенное специалистами Института социальной защиты Финляндии, позволили сделать выводы, что правильный сон помогает предотвратить разные болезни. Исследование образа жизни 300 760 человек, проводимое на протяжении 7 лет, показало, что женщины и мужчины, которые спят в сутки по 7 и более часов, имеют наименьшие шансы заболеть. А можно ли спать меньше, оставаясь здоровым? Считается, что великий ученый, полимат Леонардо да Винчи разработал для себя определенный режим сна. Стремясь большую часть времени отводить творчеству, да Винчи стал спать по 15 минут каждые 4 часа, что составляло 1,5 часа в день или 90 минут. Именно этим и объясняется, как гениальный ученый, художник, архитектор, скульптор и инженер имел время совершать многочисленные открытия и в области ботаники, геологии, математики, физики, геометрии, медицины. Сегодня режим сна Леонардо да Винчи известен как сон гения или многофазный сон. По утверждению ученого Клаудио Стумпи, такой сон, такой необщепринятый режим сна имеет биологический смысл, так как мозг человека является наиболее активным и способным к творчеству в первые часы после того, как человек проснулся. Недаром такой метод спустя многие годы стали использовать и лорд Байрон, и Джефферсон, и Наполеон. Основным преимуществом сна, по мнению Леонардо да Винчи, становится появление свободного времени. Вместе с тем, люди, которые проходят сон гения или режим сна по методу да Винчи, проходят сложную адаптацию. У них появляются такие симптомы, как тошнота, головокружение, слабость. Основным же препятствием режима сна да Винчи является то, что не каждый человек, работающий в нормированном режиме, способен позволить себе такую роскошь. А как вы думаете, сколько времени надо уделять сну для того, чтобы эффективно работать и в то же время получать удовольствие от жизни?